Здравствуйте, дорогие телезрители, болельщики и просто любители футбола. В эфире передача про футбол. Передача, благодаря которой вы будете в курсе всех главных и интересных событий в жизни якутского футбола. В сегодняшнем выпуске вас ждет обзор двух домашних игр «Зари» против мини-футбольного клуба «Ухта». Также мы рассмотрим заключительный матч второго круга первенства страны, в котором футбольный клуб «Якутия» принимал футбольный клуб «Томь-2». Ну и напоследок вас ждет обзор мастер-класса, который игроки мини-футбольного клуба «Заря» провели для воспитанников якутской кадетской школы-интернат. Итак, поехали! 25 и 26 октября во Дворце спорта 50 лет Победы мини-футбольный клуб «Заря» провел первые домашние игры высшей лиги сезона 2014-2015. В рамках третьего тура подопечные Олега Марченко принимали мини-футбольный клуб «Ухта» из одноименного города. На этот момент наша команда по результатам двух выездных встреч имела 2 очка и располагалась на 6-й строке турнирной таблицы. Обе игры третьего тура против ухтинцев получились крайне результативными, но обо всем по порядку. Первая игра тура началась для «Зари» крайне неудачно. Гости с первых секунд игры устроили настоящий натиск ворот Никиты Евтушенко, результатом чего стали 3 быстрых гола. Сначала Алексей Горшков удачно играет на добивании, открыв счет в матче. Затем Станислав Арсланов после прострела срезывает мяч в свои ворота. Третий гол Ухты мощным ударом на свой счет записал Александр Кузьминых. Главный тренер «Зари» Олег Марченко после таких обескураживающих первых 5 минут встречи решает взять минутный перерыв, и это пошло на пользу. Команда заметно взбодрилась и, собравшись, организовала взятие ворот гостей. С ударом Сергея Волошина с острого угла вратарь Ухты справиться оказался не в силах. Немного позже, после мастерского паса Антона Кусова, Дмитрий Посаженников сокращает отставание до минимума. Страсти на поле накалялись, обе команды много боролись, порой не без нарушений правил. Напряженность игры даже вылилась в небольшую потасовку. Как бы «Заря» ни старалась, забить третий мяч все никак не удавалось, а вот Ухте в этом плане везло больше. Выход 1 на 1 реализует Александр Кузьминых. Ближе к концу первого периода Никита Евтушенко, играя на выходе, получает повреждение правого бедра и под аплодисменты Дворца спорта покидает игру. Вместо Никиты на поле выходит Константин Свидерский, которому практически сразу выпадает испытание. За 6-й фол «Заре» назначается 10-метровый удар. Константин выручить не смог, гол на счету Алексея Кравцова. Под самый занавес первой половины игры Артем Харченко с передачи Афанасия Федорова забивает третий мяч «Зари». Во втором периоде команды продолжили активно обмениваться атаками, в одну из которых Антон Кусов после сольного прохода с острого угла вколачивает мяч в ворота Ухты. Далее молниеносный дубль оформил игрок гостей Александр Сивец, сначала забив с игры, а затем из пенальти. На этом гости не остановились. Через несколько минут Павел Черенев забивает 8-й гол гостей. Окончательный счет в этой битве установил Антон Кусов, реализовав 10-метровый удар. 5-8 «Заря» уступает в первой игре тура. Во второй игре тура также было много забитых мячей. Первый из них на свой счет записал в самом начале игры Артем Харченко, сыграв на добивании после мощного выстрела Антона Кусова. «Заря» открывает счет 1-0. Этот счет держался весь первый период, но за пару минут до свистка на перерыв гости невероятным способом не только организовали ответный мяч, но и еще обеспечили себе преимущество в 2 мяча. Сначала счет сравнивает Алексей Горшков, а затем после быстрого розыгрыша с аута отличается его тезка Алексей Кравцов. «Заря» имела шанс сравнять счет. Гостям за 6-й фол был назначен 10-метровый. Бить пошел Антон Кусов, но капитан «Зари» с точки по воротам не попадает. Ну а третий мяч Ухты на свой счет записал Денис Бушмакин. 1-3, конец первого периода игры. Вторая половина игры началась еще с 2 забитых мячей Дениса Бушмакина. Игрок ухтинцев оформляет хэт-трик. Проигрывая со счетом 1-5, Олег Марченко выпускает 5-го полевого игрока. В одной из атак наша команда теряет мяч, и Алексей Кравцов поражает пустые ворота. 1-6.
Все же до конца игры «Заре» удалось избежать разгрома, отыграв еще 3 мяча. Второй гол «Зари» мощным ударом в девятку забил Артем Харченко. Затем Афанасий Федоров красиво разбирается с защитником и пятым полевым. Итоговый счет установил 17-летний воспитанник «Зари» Никита Рычков, который отличился впервые на первенствах страны. 4-6 «Заря» проигрывает и во втором матче тура. Вообще результатом недоволен. Дома проиграть 2 игры. Доволен только тем, что вот молодые ребята, которые есть там по 15 лет, они показывают футбол не хуже тех, кто уже где-то что-то там поиграл, что-то может. Они стремятся, у них глаза горят. И вот я доволен только их игрой. Нужно заниматься с этими детьми, у которых глаза горят и которые хотят играть в футбол. 20 октября в спорткомплексе «Дохсун» футбольный клуб «Якутия» в своем заключительном матче второго круга первенства страны принимал футбольный клуб «Томь-2» из города Томск. Якутские любители футбола, заполнившие трибуны, стали свидетелями крайне зрелищной игры с обилием голевых моментов и, конечно же, голов. Счет встречи открыли гости. Резвая контратака дублетами доносит мяч до бровки поля, откуда следует навес штрафную, где Павел Кудряшов, опередив нашего защитника, с острого угла вколачивает мяч в ближнюю девятку. 1-0 на 7-й минуте встречи. Пропустив, Якутия ринулась отыгрываться, создавая опасные моменты у ворот Михаила Дежикова. На 19-й минуте Константин Мальцев берет игру на себя и, обыграв всю оборонительную линию гостей, выходит 1 на 1. Но мяч после удара капитана нашей команды попадает в перекладину. Ближе к концу первого тайма Якутии удается забить. Анатолий Тарасенко после навеса изящно перенаправляет мяч мимо вратаря, но в данном эпизоде судьи зафиксировали положение вне игры. Чуть позже Денис Воронов забивает долгожданный гол. После подачи Александра Локтионова со штрафного наш защитник в прыжке наносит результативный удар затылком. 41-я минута, 1-1. По завершению первой половины игры генеральный директор футбольного клуба «Якутия» Сергей Веденеев наградил Павла Галюкшева памятным знаком в честь его 100-го матча в составе команды на первенство страны. Во втором тайме также продолжилась открытая игра, полная опасных атак, в одной из которых Томь-2 снова выходит вперед. Гол на свой счет записал Антон Макурин. 55-я минута, 1-2. На 73-й минуте Якутия сравняла счет, и снова после подачи со стандарта. На сей раз результативный удар получился у Евгения Смирнова. 2-2. Спустя пару минут наша команда зарабатывает штрафной вблизи от ворот гостей. Бить пошел Александр Локтионов. И, как оказалось, не зря. Удар нашего полузащитника получился и сильным, и точным. 77-я минута, Якутия выходит вперед 3-2. На 90-й минуте наступила просто невероятная развязка этой зрелищной и напряженной игры. Дубль Томи готовится разыграть последнее стандартное положение в матче. В штрафную хозяев поля подтягивается и Михаил Дежиков. После подачи гости сначала попадают в перекладину. Второй удар блокирует наш защитник. Далее мяч попадает Константину Мальцеву, который точным ударом ставит точку в этой игре. 4-2 Якутия побеждает в заключительной игре второго круга. Двоякие впечатления. Я считаю, что нам сегодня игра удалась. Моментами даже с преимуществом ребята играли. Но, опять же, у нас пресловутые стандарты. 3 мяча получаем, даже 4, если посчитать последний гол. То есть, опять же, наш стандарт оказывается. Но это там уже просто пошли всей командой, плюс вратарь. 3 мяча стандарта. Как им не рассказывай, как им не пиши, кто с кем играет. Все равно концентрацию теряем, игроков своих теряем, пропускаем обидные мячи. То есть ничего, в принципе, не предвещало беды. При счете 2-1 очень хорошо смотрелись, там в штангу попали. Если бы третий забили, я думаю, нам бы намного легче все было бы. Ну, в команде много чего происходит. Решили сегодня выставить такой состав.
показал результат, что оказались правы. В принципе, мы Томь должны любым составом, в принципе, переигрывать. Все-таки там молодежь, какая бы она ни была боевая, но мы должны такую команду обыгрывать любым составом. Ну, конечно, реализация стандартных положений сегодня очень понравилась. Ну, а вот реализация именно голевых моментов, как всегда, оставляет желать лучшего. Ну и, конечно, опять наши ошибки в обороне тоже не понравились. Естественно, что какая бы там веселая ни была молодежь, а в обороне мы должны справляться с ними. Ни в коем случае не должны были пропускать, тем более проигрывать по ходу матча. Ну, понравилось, еще раз говорю, это стандартное положение и результат. 30 октября якутская кадетская школа-интернат принимала особых гостей. Игроки мини-футбольного клуба «Заря» приехали в часть кадетов, чтобы поделиться с ними своим опытом и мастерством. Совместная тренировка началась с разминки. Затем кадеты под руководством своих наставников отрабатывали различные упражнения на технику и тактику. Звезды мини-футбола работали с каждым кадетом, давая полезные советы и указания. По завершению тренировки состоялась товарищеская игра, в которой ученикам кадетской школы-интернат предстояло применить новые знания в матче против своих наставников. Игра проходила в теплой и дружественной атмосфере, на площадке было много улыбок и смеха. В основное время победителя выявить не удалось, обе команды отличились по 3 раза. А в серии после матчевых пенальти сильнее оказались учителя. Конечно, мы рады, что мини-футбольный клуб «Заря» пошел навстречу и провел тренировочку у нас в зале. Но вообще мы сотрудничаем давно, уже несколько лет ездим на игры «Зари». Такие матчи были, как со «Спартаком», «Заря» выиграла. Всегда руководство «Зари» идет навстречу, выделяет нам места бесплатные. И в лице нашего директора Скрябина Тихона Николаевича всегда идет нам навстречу, всегда все наши просьбы удовлетворяет. Он сам спортсмен, игровые виды спорта развиваем. Ну и тренировочка совместная, конечно, большие эмоции вызвала у ребят. Мы очень довольны, и плодотворное сотрудничество, конечно, в наших интересах. Мы очень рады этому. Мини-футбол вообще популярен стал в республике. Играют, ну, можно сказать, во всех улусах. Играют во дворах, очень много площадок стало. А сам клуб наш мини-футбольный клуб «Заря», он состоит в основном из воспитанников нашей якутской школы и школы республики. Тем самым, такими мероприятиями где-то в чем-то, может быть, наши тренера присутствуют, которые могут посмотреть и подобрать на перспективу каких-то детей, так скажем. В общем, может быть, даже привлечь в основную команду в дальнейшем будущем. А на этом у нас все. С вами была передача про футбол и Влад Сергеев. Смотрите футбол, любите футбол, болейте за наших. До скорых встреч. Пока.